С начала реализации нацпроектов образования и демографии в Ингушетии удалось сделать большой шаг навстречу качественному и доступному образованию. В прошлом году в регионе открыто 18 детских садов. Еще 3 года назад охват детей дошкольным образованием составлял 14 845. Сейчас почти на 7 тысяч больше. Введено в эксплуатацию 6 школ. До конца 2022 в регионе появится еще более 20 объектов образования. Планируется завершить строительство 14 школ и 9 детских садов на 1950 мест. В текущем году до конца будут введены 22 образовательных учреждения проектной мощностью общей 13 300 посадочных мест, что позволит нам практически за минусом нескольких школ перейти в односменный режим работы. Строительство дошкольных образовательных учреждений 9, что планируется до конца текущего 2022 года, позволит нам снизить электронную очередь до 98%, то есть обеспечить 98% охват дошкольным образованием. Для стопроцентного решения данной ситуации с учетом прироста населения нам необходимо строительство еще 10 дошкольных образовательных учреждений. Однако, несмотря на активное строительство в рамках национальных проектов, в регионе все еще не хватает школ и детсадов. Поднимая вопрос социальных проблем, президент страны Владимир Путин на встрече с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым в первую очередь затронул проблемы системы образования республики. Подчеркнул, что в регионе все еще не ликвидированы 3- и 2-сменки. Калиматов сообщил, с какими проблемами приходится сталкиваться в ходе строительства объектов. Мы сдаем около 20 школ и 9 детских садов. И еще нам до 30 года очень много нужно, потому что у нас рождаемость большая. Нам помогает Министерство просвещения. Мы постоянно на контакте с Сергеем Сергеевичем и Сириусом, потому что нашли помещение, где одной школе там, чтобы мы могли развить вот эту ситуацию. Но на сегодняшний день там еще есть вопрос малоземелья, оно тоже играет роль. То есть приходится выносить их за пределы. Не приходится, а просто нет их куда ставить, понимаете? И там ситуация в чем возникает? То, что когда вы выносите их, они же удорожают. Там надо коммуникации проводить, инфраструктуру подтягивать, дорогу делать. Бюджет, он определяется по объекту. Предполагается, что рядом там закрутил, сюда подключил. Инфраструктура рядом. Да, понимаете? И вот в этой части оно, конечно, сложности есть. Нам идут навстречу. Я и с Михаилом Владимировичем, и с Трутневым встречался, и с Новаком. Мы работаем, чтобы в этой части нам как-то помочь. Надо иметь в виду специфику региона. Для улучшения качества образования в Ингушетии реализуется ряд проектов. В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в республике в прошлом году открыты 12 центров образования цифрового и гуманитарного профилей. В сельских местностях и городах республики на базе 71 общеобразовательного учреждения созданы многофункциональные центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Также в 8 школах за последние 3 года создали условия для занятия спортом. Все это стало возможным благодаря проекту «Успех каждого ребенка». В рамках национального проекта «Современная школа» будут открыты 12 точек роста. Дополнительно к уже имеющимся на протяжении последних 3 лет на базе образовательных учреждений открывались такие центры. На сегодняшний день их составляет общее количество 72 на базе 72 школ по 3 направлениям. Также в рамках реализации проекта «Современная школа» идет ремонт 3 спортивных залов, создание дополнительных площадок и спортклубов на базе школ. В Ингушетии планируют открыть и Центр поддержки талантливой молодежи «Олимп». Учреждения будут проводить выездные мероприятия, олимпиады, переподготовку педагогов по техническим направлениям. Проект станет ингушским аналогом образовательного центра «Сириус». Председателем попечительского совета является глава Ингушетии. В состав идут сенаторы Совета Федерации, депутаты Госдумы, руководители органов исполнительной власти и члены родительского комитета. Центр поддержки и выявления талантов у молодежи в республике будет создан впервые. Это такой серьезный проект, национальный проект, который дает возможность реализовывать уже в своей республике на базе этого учреждения. Он создается по типу Центра одаренных детей «Сириуса» в Сочи. И даст возможности уже раскрывать на местном уровне наши таланты наших детей. Центр будет функционировать круглосуточно, посменное будет обучение. В одну смену планируется прием от 100 до 150 детей
по 3 направлениям: культура, спорт, наука. В прошлом году Ингушетия на 100% закрыла вопрос горячего питания, а именно проблема отсутствия столовых и пищеблоков в школах республики. Обязательное питание для начальных классов было введено в 2020 году. Тогда в регионе из 128 школ санитарным правилам и нормам для обеспечения питания соответствовали только 45 учреждений. Также открытым стоял вопрос с теми учреждениями, на базе которых не было вообще пищеблоков и не было вообще места для приема пищи, даже приспособленных. Задача реально была острой, стояла перед республикой. И в мае уже 2021 года она была положительно решена благодаря волевого решения главы республики. 28 образовательных учреждений получили новые здания, пристрои, пищеблоки. На сегодняшний день 100% обучающихся первых, 4 классов нашей республики имеют возможности полноценного приема пищи, обеспечения условий. Ингушские выпускники бьют рекорд. В 2021 году впервые за весь период проведения ЕГЭ учащиеся республики показали лучшие результаты – 24 100-бальника. Еще в 2020 году было всего 7 таких высоких результатов, а в предыдущие еще меньше. Министр образования уверена, что таким достижениям поспособствовали и дополнительные занятия с выпускниками. Также количество высокобальников у нас увеличивается. Также по русскому языку, по математике, по истории, по обществознанию. Там, естественно, очень высокая доля участия и родительской общественности, и школы, и также такая хорошая мотивация руководителей образовательных учреждений. Во всех школах республики созданы условия для дополнительных занятий с выпускниками. То есть по 2 часа дополнительных занятий с 1 сентября уже реализуется в безвозмездной основе для учащихся с целью подготовки их к единому госэкзамену по всем предметам, выбранным учащимся. Еще одна из важнейших задач, которую перед собой ставит ведомство – профориентационная работа среди выпускников. В этом направлении ведется масштабная работа, проводятся различные конкурсы. 60% учащихся участвовали в большой перемене. В конкурсах на портале «Проектория». Ранее профориентационная работа велась с 8-9 классов, а с нового года намерены внедрять ее с 5 классов. В школах проводится, опять же, благодаря реализации нацпроекта «Современная школа», где созданы дополнительные кабинеты. В 2021 году проводится профориентационная работа на базе этих созданных новых дополнительных мест. Также с целью реализации этого же проекта наши педагоги проходят переобучение, что в целом в совокупности дает уже правильный результат. Развитие образования невозможно без развития кадрового потенциала республики, отмечает министр. Одной из самых острых задач считает переподготовку педагогического состава. С этой целью в прошлом году открыли Центр переподготовки профмастерства работников системы образования на базе Института повышения квалификации. В этом году мы уже получили реальный результат. 2000 педагогов прошли полную переподготовку. Также на базе этого центра мы готовим работников пунктов проведения экзаменов, проводим там же подготовку организаторов, переподготовку членов Государственной экзаменационной комиссии. Образование в регионе сегодня одно из приоритетных направлений. С появлением новых объектов Ингушетии удается полноценно реализовывать не только федеральную государственную программу, а также подключать дополнительное обучение. Переход на односменный режим обучения дает максимальные возможности для улучшения уровня образования, отметила Бокова. А все задачи и инициативы министерства находят поддержку в правительстве республики. Диана Дударова, Магомед Шаукалов, Новости 24.